Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ломанова Анастасия. Я проживаю в Республике Татарстан в городе Казани. Мне 24 года, но 22 из них я прожила на Дальнем Востоке. Об этом сегодня и пойдет речь. Дальний Восток России – это восточная часть России, в которой относятся области рек, впадающих в Тихий океан. Также множество островов, например, Сахалин, Курильские острова, острова Врангеля, Командорские и Шантарские острова. Также множество регионов. Дальний Восток – это удивительное место, которое мы с вами сейчас и рассмотрим. Дальний Восток – это бескрайняя уссурийская тайга. Леса занимают на территории Приморья большую часть, формируя основной ландшафт. Бескрайние просторы тайги сочетают в себе множество рек и озер. Уссурийская тайга так называется, потому что в нее впадает река Уссури, которая, в свою очередь, впадает в реку Амур. Она простирается вдоль горных хребтов Сихотэ-Алинь. Таежный климат отличается собой контрастностью, то есть зима сухая и холодная, потом с ним сменяется холодной и затяжной весной, которая характеризуется перепадом температур. Лето в крае жаркое и влажное, а осень теплая и сухая. Давайте рассмотрим остальные достопримечательности Дальнего Востока. Перед вами целующиеся скалы. Они находятся в Татарском проливе, Советско-Гаванский район. Есть легенда с ними связанная, что это портал в Крым. Там находятся такие же скалы. А это, собственно, та самая уссурийская тайга. В тайге, кстати, проживает очень много животных, занесенных в Красную книгу. Например, амурский тигр, очень популярный, который является символом Хабаровского края. А это белохвостый орлан, он является символом Владивостока. А это гималайский медведь. Их осталось очень мало на этой территории, поэтому он занимает особое место в сердцах местных жителей. А теперь давайте рассмотрим, какие же регионы есть на Дальнем Востоке. ДВФО сочетает в себе 11 регионов. Это Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха-Якутия, Сахалинская область, Хабаровский край и Чукотский край. Центром этого округа является город Владивосток с 13 декабря 2018 года. До этого года центром являлся город Хабаровск. Давайте поговорим про Владивосток. Сейчас перед вами бухта Золотой Рог. И Владивосток, в принципе, это очень большой город, который сочетает в себе множество бухт, чистейшие пляжи, живописные мысы и острова. И все это омывается Японским морем. Открыл Владивосток путешественник Муравьев-Амурский. Он обнаружил вот эту маленькую бухту, узкую, точнее, бухту, которая простирается на несколько километров. И назвал ее Золотой Рог, и очень не случайно. Такая же бухта находится в Турции и тоже называется Золотой Рог. Поэтому над названием думать не пришлось. Она прекрасно подходит для размещения судов, рельеф укрывает от ветра. Сегодня на берегах Золотого Рога работают торговые и рыбные порты, а здешние судоремонтные предприятия ежегодно обслуживают сотни кораблей. Также через эту бухту проходит мост. Называется он также Золотой мост. Такой же мост проходит через море и достигает острова Русский. Этот знаменитый остров соединил с собой в 2012 году мост с материком. Мост тоже называется Русский. Я вам расскажу еще про свою любимую достопримечательность. Это маяк Эгершельд. Или еще его называют Токаревский. Это старейшее сигнальное сооружение на Дальнем Востоке, построенное во второй половине XIX века. Оно на удаленности 750 метров от берега, но попасть туда можно пешком. По искусственной насыпи она называется коса, а именно это называется Токаревская кошка.
Она открывается только во время отлива, и туда можно дойти пешком. Также можно зайти на этот маяк, там сейчас образован музей. Далее мы с вами рассмотрим следующую столицу Амурской области, это Благовещенск. Он вырос из небольшой станицы Усть-Зийская, заложенной казаками в 1856 году. Свое название этот город получил из-за храма Благовещения, а с 1858 года стал считаться уже полноценным городом. В советское время сюда был закрыт доступ до середины 90-х годов. Сейчас Благовещенск разделяет с собой река Амур и Китай. Китайцы называют нашу реку Амур Черный дракон или Хэйхэ. Также назван город в честь этой реки. То есть жители обоих государств могут выйти на набережную Благовещенска или Хэйхэ и поздороваться с соседями, посмотреть, как они живут. Также организовываются очень большие праздники как со стороны Китая, так и со стороны России. Сейчас до Китая через Благовещенск можно доехать за 4 часа на машине. Или, если это теплое время года, то это теплоход или катер за 5 минут буквально. Вы добираетесь до Китая. Разница во времени между городами 1 час, хотя 5 минут расстояния. Хэйхэ и Благовещенск соединяет мост с 2022 года. Он открылся 10 июня. Состоялось официальное открытие. Называется он «Мост Дружба». Дальше мы с вами рассмотрим следующую столицу уже Бурятской республики. А это Улан-Удэ. Улан-Удэ – это такая же столица, как Хабаровск или Владивосток. Один из самых густонаселенных городов Дальнего Востока. В Улан-Удэ расположено очень много памятников археологии, истории и архитектуры. Здесь стоят старинные как православные храмы, так и возрожденные дацаны. Это колоритные буддийские монастыри. Город окружен горами с замечательным пейзажем. Всемирно известная природная достопримечательность, куда истекаются туристы, это озеро Байкал. Оно расположено всего в 100 километрах от Улан-Удэ, чуть западнее. Это, как все знают, 8-е чудо света. Далее мы с вами познакомимся со столицей еврейской автономной области Биробиджан. Биробиджан – это город, основанный на берегах реки Бира, которая течет на протяжении всего города и впадает в Амур. Железнодорожная станция, находящаяся на Транссибирской магистрали, расположена всего в 75 километрах от границы с Китаем. Собственно, до начала города, до его основания, это было небольшое поселение, которое строило эту железнодорожную магистраль. Теперь давайте познакомимся со следующим городом, это Петропавловск-Камчатский. Петропавловск-Камчатский, как главный город региона, привлекает приезжих с уникальным расположением и вытекающиеся из него достопримечательности. Это вулканы. Еще есть очень удивительное место, я его очень сильно люблю. Это лежбище тюленей. Оно находится в черте города, и таких всего 2 в мире. Одно находится в Петропавловске, а другое в Сиэтле. Также Петропавловск славится своей Авачинской бухтой, она очень красивая. Гостей встречают на подходе к берегу 3 скалы, 3 брата. С ними связаны очень много легенд. А еще туристам интересна Никольская сопка. Это один из действующих вулканов. Также давайте далее рассмотрим следующий город. Это Магадан. Магадан – это северный областной центр России, основанный в 1929 году. Магадан – это бывшая большая золотодобыча месторождений Колымы.
туда стекались очень много людей, и, собственно, они из небольшого поселка организовали большой город Магадан. Также Магадан связан с очень мрачной историей Советского Союза. Но на сегодняшний день Магадан – это крупный логистический и промышленный город, весьма привлекательный для туристов. Сейчас вы видите один из главных арт-объектов этого города. Называется скульптура «Время», и выполнена она в виде мамонта. Она удивительная только потому, что ее сделали из мусора и железных отходов, собранные по всему городу, и те, что были выброшены на берег. И она впечатляет своими размерами. То есть в высоту она почти 4 метра, а длина 6 метров. Вес практически 6 тонн. Изначально, когда только сделали этот арт-объект, он был серебряный и золотился металлическим блеском. Серебрился, точнее. Но буквально за год он покрылся коррозией, и теперь это напоминает действительно шерсть мамонта. Давайте рассмотрим следующую нашу достопримечательность Дальнего Востока. Это Саха-Якутия. Якутия – это дикий, неповторимый своей красотой северный край. Это край резких контрастов. То есть здесь всего 2 сезона года. Это лето и зима. Осени и весны как таковых там не существует. Это очень быстро проходящее лето, но оно достаточно жаркое и очень долгая затяжная зима. Якутия богата своей неповторимой историей, ископаемыми природными и уникальными ландшафтами. А еще где-то по бескрайней тундре ходят тени давно вымерших мамонтов. Они проживали на этой территории много миллионов лет назад. Также одной из основных достопримечательностей являются Ленские столбы, которые протягиваются по берегам могучей Лены. Это наследие ЮНЕСКО. Теперь познакомимся с островом Сахалин. Это единственная территория России, которая не имеет материка. Она расположена только на островах. Главное богатство ее заключены в уникальных природных комплексах и представляющие собой большую ценность. То есть это рыболовство, судостроение и так далее. Одной из главных достопримечательностей, которую мы сегодня рассмотрим, это Курильские острова. Курилы представляют собой цепочку из больших и мелких островов между Камчаткой и Японией. Это вершины горной цепи, которая возвышается над водой всего на 1-2 километра. Основная часть скрыта в глубине. Наиболее популярны Итуруп, Шикотан, Кунашарир, Парамушир. Острова расположены многочисленные вулканы, в том числе и действующие термальные минеральные источники, живописные озера, их около 900 штук. А также Курилы славятся своими птичьими базарами. Курилы до сих пор, на Курилах, точнее, до сих пор остались сооружения в японском стиле. Давайте познакомимся со следующим нашим экспонатом. Это Чукотка. Чукотский автономный округ находится на самом востоке материка России. Этот регион знаменит своим суровым климатом, связанным с ними природными особенностями. На фоне многочисленных мест красот выделяется национальный парк Берингия. Он занимает площадь 1,8 миллиона гектар и располагается на территории нескольких регионов. Острова, мысы, озера – это все изюминка северной части страны. Добираться до некоторых очень проблематично, но это того стоит. Также есть уникальные объекты вроде заброшенных и действующих поселений эскимосов или зверофермы, где выращивают песцов. А также здесь проходит охота на китов. Далее мы с вами познакомимся с одной бывшей столицы Дальнего Востока. Это город Хабаровск. Город Хабаровск расположен в очень живописном месте на берегу реки Амур. Здесь
много удивительных мест. Например, в Хабаровском крае расположено 6 государственных природных заповедников, 2 национальных парка, 5 государственных и природных заказников, большое количество особо охраняемых территорий краевого и местного значения. Но даже несмотря на столь серьезные меры со стороны государства, направленные на сохранность природы, здесь проживает более 160 видов животных, которые оказались под угрозой вымирания, но занесены в Красную книгу, и их популяция занимается в этих парках. Я и сама выросла в Хабаровском крае, но в городе Советская Гавань. Он находится на берегу Татарского пролива. Это одно из достопримечательностей Хабаровского края. Вот такой вот большой и удивительный Дальний Восток. На следующей онлайн-экскурсии мы с вами познакомимся чуть подробнее с некоторыми достопримечательностями. Спасибо большое за внимание.